В 2018 год в новой и старой должности. Что готовит спорткомитет в текущем году? Фаниль Аминев с интервью сегодня в нашей программе. Уличный травматизм в зимнее время года. О скользкой проблеме в подробностях. Крещенские купания в Сибае. Как прошло торжественное богослужение на реке Туяляс в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Сегодня православные всего мира отмечают праздник Крещения Господня. Зарядиться бодростью духа на целый год, окунувшись в ледяную купель, смогли сегодня и сибайцы. О торжественном богослужении и чине освящения воды на реке Туяляс смотрите в материале моих коллег. По традиции, в праздник Крещения Господня верующие ходят за святой водой, посещают церковь и окунаются в проруби. Для многих людей, даже далеких от веры в Бога, это торжество ассоциируется прежде всего с омовением в проруби, называемой купелью. Крепкий крещенский мороз не испугал желающих погрузиться в освященную воду. Еще задолго до прибытия крестного хода горожане стали собираться у ледяной купели на реке Туяляс. Все меры безопасности, необходимые в данном случае, были соблюдены. Накануне вечером на водоеме уже дежурили спасатели. За ночь там успели искупаться порядка 300 горожан, а с утра к ним присоединились скорая и полиция. Традиционный горячий чай и автобус для переодевания – вот так были организованы крещенские купания для сибайцев. В этом году поставлена для переодевания палатка, туалет. Все организации активно приняли участие подготовки. Купель соответствует по мерам безопасности. Глубина где-то 1,30 м, толщина льда более 70 сантиметров. Православный праздник в будущем станет праздником пропаганды здорового образа жизни. В полдень после праздничного богослужения в храме Отрады и Утешения настоятель отец Владимир совершил чин великого освящения воды на Иордане, поздравил всех собравшихся с великим праздником Крещения Господня и окропил присутствующих святой водой. Сегодня у нас такой радостный, светлый праздник, который имеет 3 названия даже в церкви. Это праздник Крещения Господня, праздник Богоявления и праздник Просвещения, потому что христиане приходят к Богу через крещение. Омовение в воде символизирует очищение внутреннего человека. То есть человек, приходя к Богу, очищается от грехов в таинстве крещения. Так вот, сегодня вот такое чудо ежегодное, когда мы освящаем воду, и эта вода действительно имеет свойство долгое время не портиться. И люди используют эту воду для освящения и своих домов, окропления, жилища своего, животных домашних. Ну и мы употребляем воду внутрь, чтобы освещаться изнутри. После обряда одни активно приступили к окунанию в прорубь, другие запасались освященной водой, чтобы ее хватило на год. Христиане верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. В этот праздник мы, конечно, церковь желает всем, прежде всего, изменения такого освящения души, чтобы мы с вами стали чище, лучше, не только когда в крещении нас осветили, но и сегодня, уже будучи взрослыми, каждый человек, чтобы мы в этом таинстве с помощью этой святой воды делались бы лучше, чтобы отмывались наши грехи, которые отмываются не просто водой, конечно, а нашим покаянием, изменением жизни. Вот это изменение жизни в лучшую сторону, очищение ее от всего, что есть в нас не совсем хорошее. Я и хочу пожелать в этот праздник. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В 2018 год в новой и старой должности. Фаниль Аминев вновь возглавил городской спортивный комитет. С функциями председателя он знаком как со своими 5 пальцами, поэтому за развитие спорта в городе взялся с новыми силами. Что готовит спорткомитет в текущем году, узнаем из первых уст. Мы хотим возобновить спартакиаду среди производственных коллективов. И первые большие крупные соревнования у нас произойдут на следующей неделе. Это 27
января мы проведем за счет спартакиады лыжные гонки. Лыжные гонки традиционные, которые мы раньше проводили. Ну, на этой неделе у нас тоже крупные соревнования. Вот на этой неделе мы проводим чемпионат города по настольному теннису среди школьников и среди взрослых. Надо сказать, что в последнее время у нас теннисисты развиваются очень хорошо. Уже есть первые ласточки, первые кандидаты мастера спорта. Это Байназаров Азамат. Также у нас есть чемпионы среди школьников у нас в республике. Это Исямбаев Тагир. И в этом году Кужина Ильгиза стала чемпионкой республики Башкортостан. Поэтому мы хотим эти хорошие традиции проводить, чтобы наряду со школьниками и наши уважаемые ветераны выступили. Это вот первое соревнование. На следующей неделе у нас очень много больших спортивных мероприятий. Это прежде всего, это впервые мы проводим соревнование «Праздник снега». Это будет проходить около кинотеатра «Мир», там спортивная площадка. Мы совместно с Женсоветом будем проводить очень большие мероприятия. Это «Праздник снега», это туда входит, ну, там снежки, там хоккей проведем, там эстафеты. Потом, я думаю, в катке Ирандек проведут там массовое катание на коньках. Это вот входит обязательные традиционные мероприятия, которые проводят под эгидой Минспорта. Очень много интересных моментов. Вот мы сейчас пока делаем календарные планы, уже заканчиваем. Хотим очень интересные виды в этом году включить, чтобы горожанам было интересно. Ну, традиционно у нас, которые были, вот волейбольные турниры, баскетбольные турниры, мы эти хотим продолжить. И, конечно, самым главным у нас турниром по волейболу это Кубок Занина. Также по мини-футболу, чтобы наши уважаемые спортсмены могли показать свои способности, уровень мастерства, который у них было, который у них всегда остается с ними. Чтобы на этом большом примере наша сибайская молодежь, увидев, как занимаются там отцы, там дедушки, мы для них будем проводить очень интересные спортивные состязания там, по шахматам, по шашкам. Поэтому, я думаю, этот год, 2018 год, год чемпионата мира по футболу, ожидает быть очень насыщенными на спортивные мероприятия. Зима в разгаре. Морозы чередуются с более теплой погодой. Тротуары, пешеходные дорожки часто покрываются наледями, становясь похожими на каток. Участились и случаи уличного травматизма, связанные с падениями во время гололеда, который особенно опасен, если учесть, что не всегда своевременно и добросовестно убирается снег, очищаются наледи и тротуары не посыпаются песком. О скользкой проблеме более подробно в нашем следующем сюжете. Упал, очнулся гипс. Примерно так, как у героя известного фильма, прошла для Нуримана Исмагилова самая волшебная ночь в году. Новогодние гуляния закончились переломом ноги в травматологическом отделении мужчина уже 20-й день. Благо, операция прошла успешно. На улице ходил, гулял, мечтал Новый год, упал неудачно, сломал ногу. Вот и все, после операции жду выписки. Обе ноги сломали? Нет, одна нога. Эту ногу перебинтовывают, давление одинаково создавалось. По словам врачей, каждый день к ним поступает порядка 17-18 человек, пострадавших от последствий гололеда. От так называемых уличных травм и ушибов, к сожалению, не застрахован никто. Специалисты советуют лучше заранее думать о мерах предосторожности. Перед выходом из дома лучше всего надеть малоскользящую обувь. Передвигаться следует осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость. При нарушении равновесия быстро присядьте, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах. Не держите руки в карманах, это увеличит возможность падения. Не прогуливайтесь у края проезжей части и не перебегать проезжей части во время снегопада или гололеда.
Хоть и говорится, что береженого Бог бережет, на определенных участках города наблюдается значительно большой риск пострадать от гололеда. Согласно правилам благоустройства, руководители магазинов, предприятий и организаций должны обеспечивать качественную уборку на прилегающих территориях. Однако не все предприниматели соблюдают законодательство. Не все руководители организаций, предприятия, независимо от их форм собственности, выполняют требования правил благоустройства. Своевременно не производят уборку снега под скребок на тротуарах перед магазином, что приводит к образованию наледи. Но есть добросовестные руководители, у которых всегда перед магазином чистый порядок. Это такие магазины, как Грация, Медный Каблучок, Евразия, Аленка, Аптека Фармленд. На остальных участках, где отсутствуют магазины и офисы, убираются и подсыпают шлак вручную и на мини-тракторе уборщика территории нашего учреждения. Как отмечают инспекторы УЖКХ, злостные нарушители не останутся безнаказанными. Материалы проверки направляются в административную комиссию для составления протокола, а за неисполнение правил благоустройства предусмотрены штрафы Кодексом об административных правонарушениях, размеры которых могут составить до 100 тысяч рублей. Также игнорирование правил благоустройства для некоторых руководителей может обернуться возмещением ущерба пострадавшему. Юристы уверяют, отстоять справедливость в суде может каждый, кто пострадал при падении на гололеде. Если случайно получилось так, что вы пострадали от падения, вы получили ущерб физический или имущественный, естественно, вы вправе требовать компенсации этого ущерба. Для этого вам в первую очередь нужно выяснить, кому принадлежит этот участок земли и кто за него отвечает. Такую информацию можно получить либо в администрации города, либо в своей управляющей компании. На что вы можете рассчитывать? Ну, естественно, возмещение вреда, причиненного вашему здоровью, это компенсация лекарственных средств, компенсация платного лечения, если вы будете таковое получать. Если при падении вы повредили одежду, обувь, сумку, естественно, эти затраты тоже подлежат возмещению. Единственный момент, они должны быть подтверждены документально, то есть на все лекарства должны быть чеки, квитанции, на лечение, опять же, договор и платежный документ. Стоимость поврежденного имущества должна подтверждаться чеками либо отчетом независимого оценщика. Если посмотреть общую картину, в городе очисткой и отсыпкой тротуаров на своих обслуживающих территориях вплотную занимаются управляющие компании и управление жилищно-коммунального хозяйства. На прилегающих участках, как было сказано выше, только некоторые организации и магазины. По-настоящему зимняя морозная погода, по прогнозам синоптиков, продлится в этом году до конца марта, поэтому как минимум еще 2 месяца гололеда не избежать. Нарушителям еще не поздно исправить недостатки и обеспечить тем самым безопасность горожан. К тому же чистая прилегающая территория – это еще и показатель эстетики и культуры. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Расхидина, телекомпания СТВ. Новости пятницы подходят к концу. Я желаю вам удачи и плодотворных выходных. До свидания.